Стрельба у Киномакса, когда неизвестные изрешетили автомобиль, ближайшие магазины и ранили прохожего, наконец-то раскрыта спустя 7 лет. 24 января 2006 года около 10 часов вечера у кинотеатра «Победа» прозвучала автоматная очередь. Киллеров интересовала иномарка Volkswagen Touareg, припаркованная между 27-м и 29-м домом по проспекту Ленина. В ее салоне находился некий Федоров. Это измененная фамилия человека из ближайшего окружения небезызвестного Сергея Денискина, лидера преступной группы «Светотехстрой». Это на него была зарегистрирована иномарка. По версии правоохранительных органов, наемные убийцы преследовали цель убрать Федорова, поскольку считали его причастным к расправе над Филипповым. По неофициальной версии, которая, конечно, требует проверки, одним из мотивов расстрела автомашины и покушения на жизнь находившихся в ней лиц, входивших в окружение Денискина, являлось мнение преступников о том, что Денискин непосредственно причастен к убийству некоего Филиппова, известного в криминальных кругах по кличке Феликс, совершенному в декабре 2005 года. Можно также сказать, что версия нападавших в данном случае совпадает в том числе и с версией сотрудников органов внутренних дел. Во вторник, 24 января, у кинотеатра было многолюдно. Там как раз закончился сеанс, и зрители выходили на улицу. Среди них был и 18-летний Максим Гурин. Его задели несколькими выстрелами, которые бандиты производили очередью по Туарегу. С ранениями молодого человека доставили в больницу. Он выжил и сейчас проходит по делу потерпевшим. А вот люди в иномарке не пострадали. Бросив автоматы и пистолет в снег, киллеры сбежали. То, что они промахнулись, это повезло лицам, которые находились рядом с этой машиной. Зачастую это не какие-то у нас профессиональные киллеры и снайперы, да, зачастую используется молодежь, которые дали в руки автоматы и стреляют. Пока в ходе расследования установлено, что к совершению преступления могут быть причастны как минимум 5 человек. Один из них, кстати, уже отбывает наказание за ранее совершенное убийство. Имена остальных 4 сотрудники УБОПа узнали в течение нескольких лет. А дальше началась кропотливая работа по установлению их местонахождения. И в начале сентября задержания последовали одно за другим. Тихо, тихо. Руки. Все. Стрельба около, как он там, Киномакс «Победа». В кого? По голубям стреляли что-то? Не по голубям. Куда стреляли? Мероприятие сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью проводили при силовой поддержке бойцов СОБРа. Но сопротивления никто не оказывал. Подозреваемые были уверены, что их никогда не найдут. Но они ошибались. Теперь уголовные дела достанут с полок, чтобы возобновить следствие. Всем 5 участникам данного преступления предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 222, 111 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконный оборот оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и покушение на убийство, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Все они дают признательные показания. Доказательств в отношении подозреваемых у следствия и полиции достаточно. Они нашли даже схрон с оружием, который должен был быть использован при выполнении январского заказа у кинотеатра. Одним из исполнителей преступления было выдано оружие, обрез охотничьего ружья, несколько сотен патронов, 4 гранаты для подствольного гранатомета. Это оружие было передано организаторами, исполнителям перед совершением преступления и просто не было использовано. Оружие хранилось в подвале многоэтажного дома. Оно было аккуратно упаковано в пакеты и спрятано под небольшим слоем земли. Сейчас весь схрон направлен на экспертизу. По совокупности статей подозреваемым грозит по нескольку десятков лет лишения свободы. Вскрытие этого преступления просто является лишний раз подтверждением того, о чем регулярно говорится руководством МВД, что работа по делам прошлых лет постоянно продолжается кропотливо, постоянно собираются доказательства. И ни одно преступление не должно остаться безнаказанным. Екатерина Имайкина, Андрей Просвиркин и Григорий Денисов. Происшествие. 10 канал.